Это не останки древних городов и не руины Чеченской войны. Это развалины детского сада в самом центре России, в Кемеровской области. Все же растащили, все сдали, все продали. Сначала много чего обещали, а потом все это не вышло ничего. Ну, в общем, лапши много на уши мы получили. Маленькая деревня Новоивановка в Ленинск-Кузнецком районе насчитывает около 300 жителей. В недавнем прошлом местный детский сад насчитывал 3 дневных группы детей и еще одну – ночную. Однако рождаемость за последнее время снизилась настолько, что на всю деревню осталось лишь 5 детей дошкольного возраста. И вот 4 года назад Алексей Окольников, глава территории, решил деревенский детсад закрыть за ненадобностью, а ребятишек возить на автобусе в соседнее село Подгорное. Нам-то как обещали возить, мы на это и надеялись, что будут привозить и увозить детей. Сначала они сказали, вроде как дадут нам «Газель». Потом уже и никакой ни «Газели», ни автобус, вообще ничего не будет. Вот в этом году нам конкретно сказали нет. Все, обращайтесь куда хотите, звоните кому хотите, пишите кому хотите. Автобуса не будет. Родители вынуждены ежедневно отвозить своих дошколят на обычном рейсовом автобусе в Подгорное, а вечерами забирать обратно. Сколько на это уходит времени, нервов и денег, подсчитать непросто. Обходится, если мы сами будем возить, двойная плата. За садик мы платим 725. И плюс еще дорога у нас выйдет. 1500 у нас встанет в садик. Сегодня в Новоивановке уже 13 детей детсадовского возраста. Русские женщины рожают, несмотря ни на что. Только вот открыть снова детский сад в деревне уже не получится. Практически в одно время власти пустили на слом здания столовой, школы и детсада. Здания сломали, а стройматериалы ушли в неизвестном направлении. Быстро все получилось у них. Почему так быстро, даже мы не поняли сами. Алексей Епифанович тут лично приезжал сам, глава сельского совета наша. Все продавали, все. Мы это все видели, жители наши, как он продавал садик по кирпичикам. Мы побывали на развалинах детского сада, заросших сорняками. Видели остатки толстых кирпичных стен. Им бы еще стоять и служить людям долгие десятилетия. Да не вышло. Всего 18 лет было здание. Вообще молодой детсад был. Прям на кирпичи сдавали. Приезжали люди и ломали кирпичи, сдавали шифер, сдавали все. Мы говорили, вы хоть уберите, заровняйте этот мусор. Зачем? Это же траты на трактор, это же все траты. Все же порастащили, все сдали, все продали. Не стоит деревня без праведника, говорят в народе. Но точно так же умирает деревня без школы, без медицинского обслуживания, без работы для жителей села. Совхоз в Новоивановке давно развалился, фермерских хозяйств нет. И даже поехать на заработки в город проблематично. Автобус приходит 15-20 минут 11. Кто нас в городе возьмет на работу? Никто. И без 15:05 он уже отходит сюда, последний автобус. Извините нас, до 4 с 11 нигде такое предприятие не работает. И никто нас не берет. И вот мы все стоим на бирже. А на бирже полгода стоишь, полгода тебя снимают. 1000 рублей – это невеликие деньги. Вот здесь-то и проявить бы местным властям дальновидность. Открыть в пустующих крепких зданиях какие-нибудь производства, чтобы дать людям рабочие места. Но, увы, власть и народ у нас похожи. Живут отдельно друг от друга, а ломать и воровать куда проще, чем строить. Мы просили, чтобы что-то открыли, хоть какой-то цех, может быть, что-то. Писали и на Кемерово, писали на Москву, а ничего это так не вышло. Неужели те, кто правит нами, выросли среди нас? Неужели их не заслали к нам специально ломать и уничтожать? Возникает ощущение, будто власти умышленно стремятся к тому, чтобы из таких вот детей вырастали безработные, глотающие пиво и технический спирт. Юристы ЛДПР сделают все, чтобы помочь жителям Новоивановки. Но сколько у нас в России деревень с одинаково печальной судьбой? Поэтому наша партия бьется за то, чтобы все сельские жители были обеспечены работой, а их дети обрели счастливое детство.
Если местные власти лишают вас человеческих условий проживания, обращайтесь по телефонам регионального отделения ЛДПР, и вы получите реальную помощь.